самой высокой точке города сегодня созерцали современный облик столицы. Гости из Кисловодска и Пятигорска. Только в это воскресенье республику посетили более 500 туристов. Первым делом, прибыв в главный город Чечни, они исполнили гимн страны. Приближающийся праздник Дня России стал хорошим поводом, чтобы самим увидеть, как возродилась республика. Вид Грозного, открывающийся с крыши небоскребов, впечатляет гостей. Отсюда можно увидеть не только город, но и соседствующие населенные пункты. Свежий воздух и вид чистой, красивой столицы настраивают на чеченскую лезгинку. Национальные войнахские мелодии зажгли сердца туристов. Такой большой город, такой красивый, такие скверы, такие, не знаю, аллеи, постройки. Не знаю, мне очень понравилось, замечательно. Я рада, что я приехала сюда. Я здесь отдыхаю в Пятигорске. Единственная экскурсия, которую я выбрала, это в Грозный. Не ожидала увидеть такую красоту, нереально красиво. Потому что когда мы смотрели по новостям, какой был город ваш, и сейчас это как бы небо и земля. Всего сегодня Республиканский комитет по туризму планирует принять 13 групп туристов из разных уголков страны, начиная от Дальнего Севера и заканчивая южными республиками. Экскурсионная программа «Новый Грозный» к их вниманию предоставлена. Наши гиды работают. Вот вы сейчас видите, что очень много туристов на смотровой площадке комплекса «Грозный-Сити». Ну и в ходе этой экскурсионной программы туристы посещают достопримечательности нашей прекрасной столицы, которые появились здесь сравнительно недавно. Но и, как вы можете видеть сами, опять-таки эмоций больше, чем слов в их лексиконе. Николай Москвич до первой военной кампании был грозненским москвичом. С тех пор, как уехал в Ставрополь, прошло больше 20 лет. Однако родился и вырос он в Чечне. После такого долгого расставания это первый визит в город его молодости. Впечатления меня переполняют. Те чувства, которые я испытываю, они, конечно, меня переполняют. Вы сами видите. Спасибо, как говорится, Богу нашему. Спасибо то, что чеченский народ сделал с этим городом. Это выше моих сил, понимаете. Хоть я уже человек взрослый и много чего в своей жизни повидал, но то, что я видал, это превозошло все мои ожидания. Свою экскурсию гости продолжили прогулкой по главной святыне республики – мечети сердца Чечни имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Самые яркие впечатления гости столицы привыкли получать именно здесь. Это и неудивительно. Святыня считается самой крупной не только в России, но и в Европе. В ее строительство были привлечены лучшие мастера из Ирана и Турции. Первый раз в Грозном мы поражены этой красотой, этим величием, чистотой, в первую очередь, я думаю, даже можно это сказать. И гостеприимство. Впечатляет величие этой мечети. Внутри я еще не был, но впечатляет величие и впечатляет, ну все. Это удивительный город, просто фантастический город. Я не видела такого нигде, что в такие короткие сроки такую сказку создали. Насладившись красотой центральной мечети Грозного, гости отправились за сувенирами. Каждый из них нашел здесь что-то, что будет напоминать об этой поездке. И в большом ассортименте. Небольшой сувенир приобрел для себя и гость из Байконура. Ну вот магнитики. Сейчас вот посмотрю тарелки. Вот ваш дневной красавец. Грозный, вот ночной. Честно, вообще в шоке. Я был много наслышан об этом прекрасном городе и очень хотел попасть. И вот я приехал вновь в Пятигорск, выбрал номер 1 это Грозный, потому что был наслышан. И не пожалел ничуть. Вот супер, красота, гостеприимство. Настолько такие добрые, открытые люди. Ну, честно говорю, приятно. Следующим пунктом стал мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Уникальное сооружение было открыто в 2010 году. Здесь гостям показали и личный кабинет первого президента, в котором организована тематическая экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности Ахмата Хаджи Кадырова. Все ухожено, люди улыбаются. Везде царит это самое добродушие. Поэтому нам очень приятно. Я очень тронута, я очень удивлена, что действительно на нашей земле существует такой уголок, где можно действительно отдохнуть, понять, что действительно культура и вообще все, что здесь окружает, оно соответствует людям, которые здесь живут. Несмотря ни на что, допустим, у людей
хватило мужества, сил взять, создать опять это все снова. При этом не отчаяться и вот именно жить и радоваться, но не забывать, что было когда-то. Экскурсия по столице Чечни подарила ее гостям много ярких впечатлений, о чем можно говорить, судя по их восторженным откликам. Для многих из них этот визит стал первым, но не последним знакомством с регионом. Ирина Галидова, Муса Астамиров и Ислам Цамаев. Новости.